Все знают, что в Сыктывкаре есть улица имени Малышева. Именно по ней я сейчас иду. Именем Вячеслава Александровича эту улицу назвали в 70-х прошлого века. Именно тогда в Сыктывкаре началось строительство нового микрорайона «Орбита». И сразу же одной из улиц было присвоено имя Вячеслава Александровича Малышева. Но что за личностью он был, знают немногие. В 1902 году в Усть-Сысольске в семье учителя городского училища Александра Малышева появился на свет 4-й ребенок, получивший имя Вячеслав. Вячеслав Малышев уже в детстве был очень инициативным, любознательным мальчиком. Отличался организаторской способностью, был старостой класса, старостой училища железнодорожного. От матери он унаследовал очень настойчивый, твердый характер, от отца свои таланты. Неудивительно, что обычной школы для Вячеслава Малышева оказалось недостаточно. Он заканчивает Великолукское техническое железнодорожное училище, а в 28 лет поступает в Высшее техническое училище имени Баумана. Рационализаторские качества у Вячеслава Малышева раскрылись очень рано. На железных дорогах господствовали еще паровозы, а выпускник института защищает диплом о тепловозе мощностью в 2000 лошадиных сил. Для этого времени это было интересное и смелое решение вопроса. После вуза Малышева направляют на Коломенский завод. Здесь проявился его организаторский талант. Малышев умел подмечать новое, зажечь людей смелой идеей, сплотить их для решения сложных задач. Эти качества позволили ему за 4 года пройти путь от рядового конструктора до директора завода. Из дневника Вячеслава Александровича Малышева. Я впервые разговаривал с товарищем Сталиным. Он сказал: «Рекомендуют вас наркомом». Я очень растерялся, потом пришел в себя и начал отказываться. А товарищ Сталин рассмеялся и сказал: «Я вот защищал вас, а они против меня. Что я могу один против них сделать?» А сам смеется. Я дал согласие, поблагодарил за доверие. Товарищ Сталин тогда говорит: «Ну вот, Магарыч с вас теперь приходится», и засмеялся. Избирательная кампания уже сейчас является подлинной демонстрацией народного доверия. Взлет Малышева после встречи со Сталиным был ярким и стремительным. Так состоялось его назначение на пост наркома, одной из самых тяжелых в прямом и переносном смысле отраслей советской индустрии. В 37 лет он народный комиссар тяжелого машиностроения, член Центрального комитета партии. Большая власть – это и большая ответственность. В подчинении бывшему директору завода были переданы 86 заводов, 5 научно-исследовательских и 4 учебных института, 12 техникумов. Он очень не терпел незнания техники. Как-то на одном из заседаний, которые он вел, один из директоров заводов отчитывался перед ним, и когда Малышев задал ему вопрос технического порядка, директор не смог на него ответить, на что очень жестко Малышев отчитал этого директора. Более того, он дал ему целый ряд технических понятий. В 40-м Малышева назначают одновременно заместителем председателя Совнаркома СССР и наркомом среднего машиностроения. После принятия дел нарком стал стремительно изучать историю создания нового танка, будущего Т-34. Танковая литература на столе Малышева росла в объемах. Он хорошо знал наличный танковый парк страны, все модели средних и легких танков. Нарком – инженер-конструктор, организатор. Все эти качества сделали его важнейшим человеком страны. Началась Великая Отечественная война. С сентября 1941 года Малышева назначают наркомом танковой промышленности. Уже на 9-й день войны Малышев прибыл в Горький, на завод «Красное Сормово», где развернулась реконструкция старых и производство новых цехов для строительства танков Т-34. Из дневника Вячеслава Александровича Малышева 22 июня 1941 года. Началась война. Немцы напали на нас.
Хотя морально мы предчувствовали, что рано или поздно придется нам с немцами схватиться, но все же это известие ошеломило меня. Теперь у меня одна задача, одна цель – дать армии больше и больше танков. Малышеву удалось эвакуировать на Урал основную производственную базу по производству танков из Ленинграда, Сталинграда, Харькова и Москвы. Благодаря его кипучей энергии и напору, часть заводов из других отраслей промышленности также были переключены на выпуск танков, в том числе судостроительный завод «Красная Сормова» в Горьком. В июне 1942 года, когда наши армии потерпели жестокое поражение на юге страны и начали откатываться к Кавказу и к Сталинграду, Сталин потребовал от Малышева резко увеличить план выпуска танков Т-34. Малышев, конечно, не смог выполнить этот план, потому что не хватало оборудования, а главное, не хватало квалифицированных кадров. А их подготовить можно было только лишь за несколько месяцев. За это Вячеслава Малышева сняли с поста наркома. Но ненадолго. Когда в 1943 году у немцев появились тяжелые танки «Тигры», против которых наши танки Т-34 были бессильны, и надо было их срочно модернизировать, Малышев был снова назначен наркомом танковой промышленности. И ему удалось к 1944 году наладить выпуск танков Т-34-85 более толстой лобовой броней и более мощным орудием 85 мм. По воспоминаниям Жукова, все военные операции, все военные планы, которые разрабатывала Ставка, проводились в присутствии Малышева, потому что от работы его наркомата зависела итог военной операции. На нем было создание заводов и пуск именно вот этих серийного. Потому что, в принципе, танки-то производились только штучно до войны. А вот именно массовое производство, когда надо было не 150 танков в месяц, а 200 танков в сутки, вот стал производить его наркомат в 1943 году. Будучи очень занятым человеком, Малышев не упускал случая встретиться и поговорить с фронтовиками-танкистами. Выслушивал их претензии и замечания. Он часто бывал на прифронтовых полигонах, где испытывались новые машины. Провожал в действующую армию сформированные танковые соединения. Отдохнуть удавалось нечасто. Из дневника Вячеслава Александровича Малышева 6 августа 1944 года. Вчера позвонил Косыгин и предложил поохотиться на уток. Место хорошее, поохотились с удовольствием. Вернулись в дом лесничего, немного отдохнули и сели поесть. А репродуктор себе хрипит и хрипит. Вдруг все затихли и слышен голос диктора, читающего указ Президиума Верховного Совета о присвоении звания Героя социалистического труда наркому танковой промышленности товарищу Малышеву. Все начали поздравлять, а Косыгин даже высказал, шутя, подозрение, что я скрывал это дело, а я узнал о своем награждении тогда же. Май 45-го. Наши войска в Берлине. Еще не отгремели залпы войны, а Малышев подключен к проблеме создания атомного оружия. Страна предполагала агрессию со стороны Америки. Говорилось и о том, что разработан план ядерного удара по СССР. Остановить нападение могла только возможность ответного ядерного удара. В декабре 1945-го Малышева назначают членом научно-технического совета спецкомитета по молекулярному разделению изотопов урана. За развитие в стране атомного машиностроения Малышев был удостоен сталинской премии. Перед испытаниями водородной бомбы Малышев сам проверял готовность отдельных подразделений к испытаниям. Затем лично присутствовал на самих испытаниях. В 1953 году проходит испытание первой ядерной бомбы в Советском Союзе. И, безусловно, весь генералитет и все правительство, все это ждали этого момента. Более того, это было обставлено достаточно торжественно, поэтому все сидели, так сказать, не так уж далеко от места взрыва и наблюдали за происходящим. И когда, собственно говоря, испытания прошли, Малышев поехал в самый эпицентр
этого взрыва. Как выяснили потом, он получил очень сильную степень облучения. Первоклассные тепловозы и паровозы, танки и артиллерийские установки, ядерное оружие, морские торпеды, первая атомная подводная лодка, первый атомный ледокол и первый искусственный спутник Земли. Во всем этом есть частица разума и горячего сердца Вячеслава Малышева. 20 февраля 1957 года Вячеслав Малышев умер от лучевой болезни. Урна с прахом захоронена в Кремлевской стене. В Усть-Сысольске, нынешнем Сыктывкаре, Вячеслав Малышев прожил совсем недолго. Через 2 года после рождения Вячеслава семья Малышевых переехала в Великие Луки. Отец Александр Николаевич работал в первом каменном здании Усть-Сысольска. Сегодня здесь располагается отдел Национального музея Республики Коми. Это здание было построено в начале XIX века купцом Степаном Григорьевичем Сухановым. В середине XIX века он продал это здание городским властям, и здесь расположилось городское училище, в котором более 10 лет работал отец Вячеслава Малышева Александр Николаевич Малышев. Сначала простым учителем, а потом учителем-инспектором, так тогда называлась должность директора училища. Малышевы жили в одном из деревянных домов рядом с училищем. Сейчас эти еще деревянные дома уже снесены, и на них построены многоэтажные кирпичные дома. Училище считалось одним из лучших в Вологодской губернии, и после отъезда Малышева директор народных училищ Вологодской губернии Николай Флер выразил сожаление. В Усть-Сысольске у четы Малышевых родилось 6 детей, 2 из которых умерли в младенчестве. На этом месте с XVIII века располагалось городское кладбище. Именно на этом кладбище в 1899 году были похоронены 3-летний брат Георгий и годовалая сестра Елена Вячеслава Малышева, которые умерли почти одновременно от скарлатины. Мать Малышева Елена Константиновна была глубоко верующей женщиной, часто посещала Троицкие и Стефановские соборы Усть-Сысольска и была знакома почти со всеми священнослужителями города. Поэтому, скорее всего, ее дети были похоронены где-то поближе к церкви. В 30-х годах 20 века кладбище было закрыто. Горожанам предложили перенести останки своих родственников на новое кладбище за городом, но немногие могли этого сделать. Церковь тоже была закрыта и была открыта только в 90-х годах 20 века. В 90-х годах на месте этого кладбища был поставлен вот этот крест. Сделана надпись на табличке. Трудно судить, жалел ли Малышев, что ему так и не удалось побывать больше в Усть-Сысольске, где многие годы жили его родители, где он родился и где родились 5 его братьев и сестер. И хотя Вячеслав Александрович в Усть-Сысольске прожил всего 2 года, но всю жизнь своей родиной он считал наш город. Министра речного и морского флота Зосиму Алексеевича Шашкова Малышев всегда называл своим земляком, потому что тот еще матросом плавал по Сысоле, Вычегде и Северной Двине, плавал капитаном, а потом был начальником управления северного пароходства, которое находилось в Усть-Сысольске, скорее всего, на пристани. Вместе они вспоминали Усть-Сысольск, который Малышев знал по рассказам родителей. Парк, пристань, Кируйскую Курью и излученную реку Сысола. Встретив Шашкова в августе 1942 года в Сталинграде, Малышев очень обрадовался. Вместе они приняли очень рискованное решение отправить из Сталинграда в Горький 8 больших пассажирских теплоходов, груженных деталями для танков, когда немцы уже вышли севернее Сталинграда к Волге и простреливали реку на всю ширину. Покрытые с боков железными листами, теплоходы, пользуясь утренним туманом,
проскочили опасный участок, и только один из 8 теплоходов получил пробоину ниже ватерлинии и был вынужден выброситься на мель около левого берега Волги. Груз и команду потом спасли катерами. Каждый выстрел русских орудий был направлен на отражение нападения немецких войск. Вражеские войска были окружены. Русские заключили их в кольцо, из которого невозможно было выбраться. А 2 февраля 1943 года, после 162 дней самой жестокой борьбы за всю историю, прогремел последний взрыв. В Сталинград пришел мир. На пустых улицах, среди руин города, которые были доказательством той борьбы, которая велась за город, люди праздновали победу. Сталинград свободен. Нацисты капитулировали. Именно за оборону Сталинграда Малышев был награжден орденом Кутузова первой степени, а в конце войны ему вручили орден Суворова первой степени. Такую награду в нашей стране получили всего 390 человек. Коми земля, оказывается, рождает великих людей. Малышев Вячеслав Александрович – великий человек. И это я понял, когда прочел книжку из серии «Жизнь знаменитых людей», и она в руках оказалась у меня не случайно. Владимир Иванович Сенькин, главный архитектор города Сыктывкара, принес книжку про Малышева. Книжка великолепная, мне показалась, я с удовольствием прочел. То есть этой книжки оказалось достаточно, чтобы вдохновиться этим человеком. 4 ордена Ленина. Это не шутка. Герой соцтруда. Вот. Его знания и умения пригодились именно в самые тяжелые годы нашей страны. Тогда, в 1986-м, воодушевленный личностью стального наркома, Владимир Рохин решил создать памятник Вячеславу Малышеву. Работа над бюстом продлилась около 2 лет. Скульптор сделал рисунки, потом эскиз из глины. Удивительно, но он сохранился до наших дней. Волевой человек ответственный за свою работу. Вот я бы хотел вот так вот, чисто психологически показать в этом плане. Ни ордена, ни медали, это вот вспомогательный материал информационный. А в лице, вот если вы посмотрите внимательно, вот, это абсолютно волевой человек, который мог в самых трудных условиях организовать производство. Мне представилось, что вот с его плеч спадает шинель и открывается вот то, что на нем ордена. 4 ордена Ленина, Герой соцтруда. Отливали бюст наркома танковой промышленности в нашей республике. Это единственный памятник, отлитый в Сыктывкаре, на Сыктывкарском механическом заводе. Я добровольно начал над ним работать. Без всякого договора, без ничего. Когда уже он был готов у меня в мастерской в качестве в разборной модели, потому что отлить такую большую вещь у нас невозможно было по технологическим причинам. Ее надо было разделить на части и по частям отливать, а потом собирать, монтировать. Когда модель была готова, отдаю должность Спиридонову. Пришел посмотреть, потому что без его решения ставить там где-то в городе было нельзя. Он сам проявил инициативу. Видимо, дошли до него слухи, что вот такой готовится проект. Пригласил он там, конечно, и архитектора. Вот. Посмотрели в мастерскую, утвердили. Ну, а дальше дело уже чисто техническое. Отвезли на завод. И в моем присутствии, можно сказать, по частям отливали. Вот. А потом я собирал у себя. Долго собирал. Вечная слава героям.
упавшим за свободу. Открыли памятник Вячеславу Малышеву в Сыктывкаре в 1988 году прошлого века. Здесь же поставили пушку и самоходную установку. В Сыктывкаре, около 25-й школы имени Вячеслава Малышева, ежегодно к мемориалу наркома школьники возлагают цветы в день его рождения и в День Победы. А сегодня как раз День Победы, самый большой праздник для нашей страны. И сегодня школьники сюда возлагают цветы к единственному в России мемориалу наркому Малышеву. Еще один памятник Вячеславу Малышеву на Украине. Установлен он на территории Харьковского машиностроительного завода имени Малышева. Так почему же именно эту улицу назвали именем Малышева? До строительства микрорайона здесь была построена земная станция космической связи «Орбита». А Вячеслав Малышев имел непосредственное отношение еще и к освоению космоса. Но это уже другая большая история.